вопросы, реплики, замечания? Есть что-нибудь? Ну вот в прошлый раз к концу был вопрос про мудрость, по-моему, вы спрашивали, да? Или там про что? Вот долгое время, когда философы, люди, которые были, ну, их можно назвать лингвистами или филологами, хотя до поры до времени не было как таковой научной дисциплины, но тем не менее люди занимались языком, понятиями, категориями. Первое, что попадало в поле внимания и рассматривалось людьми, это имена вещей, то есть того, что можно зафиксировать на уровне знаки означаемое, и на том, и на другом уровне, да, и совпадение какое-то между ними. Ну вот, скажем, там стоит стол, да, мы его можем видеть, и мы знаем имя, которое обозначает то, что мы видим. Это стол. Мы пробуем его описать. Вот что должно быть, присутствовать в столе, вещи, стол, да, с тем, чтобы, когда мы называем имя стол, мы не ошибались и понимали, что мы называем именно стол. Вот стол белый? Не обязательно. Не обязательно. Значит, а какой? Красный, черный? Любого, в общем-то, цвета. Любого цвета. Значит, цвет мы можем убрать из понятия о столе, да? А что мы еще можем убрать из него? Количество ножек, допустим. Может быть, одна ножка, может быть 6. То есть количество ног несущественно, да? Отлично. А прямоугольная форма? Не обязательно. Не обязательно. То есть столом мы можем называть нечто круглое, прямоугольное, квадратное и так далее, да? А можем называть столом не плоское что-то? Нет, скорее всего. Редко бывает не плоское. Ну, давайте тогда попробуем отбросить все лишнее у стола, да, и зафиксировать то, что в любом случае является столом. То есть соответствует. Какая-то плоская поверхность с каким-то количеством ножек, на которые можно что-то ставить, чтобы она не падала. Так. С количеством ножек, на которые можно ставить, чтобы не падало. А если мы воткнем плоскость, вот эту, в стену и закрепим? В таком случае просто горизонтальная поверхность, на которую что-то можно ставить. Опоры на что-то. А если мы поставим, скажем, магниты? Подвесной на цепях. Отношение к чему-то, баланс. На цепях подвесим. Ну, то есть, когда мы начнем вот рассуждать про это, да, отбрасывая все лишнее, у нас останется одна плоскость, поднятая над другой плоскостью. Ну, или, как бы, да, нечто, что называется, например, полом, да, Какое-то возвышение относительно другой поверхности. Ну, какая-то плоскость, поднятая над другой плоскостью. На одной мы стоим ногами, на другой мы что-то можем делать руками, и это стол. Да? И в этом смысле в качестве стола может быть пень, вот, парящая там, магнитная доска, например, там, ну и так далее, и так далее. Да? И вот когда люди рассуждали о понятиях, у которых есть четкий денотат, который мы можем схватить эмпирически в виде чувств, да? Они поняли, что есть в этом понятии что-то, от чего нельзя отказаться, и есть куча всего, да, что является случайным.
белый цвет, квадратная форма, количество ног там, и так далее. Да? И то, что нельзя выбросить, вот уже в средневековой схоластике стали называть субстанцией, а то, что можно отбросить, стали называть акциденцией. То есть некими случайными атрибутами, которые не входят в само понятие. И вооружившись аналитикой Аристотеля, который достаточно много поработал над тем, чтобы как-то снабдить нас средствами работы с понятиями, разделив существенное и несущественное в понятиях на субстанции акциденции, стали изобретать или придумывать разного рода определения. Вот если мы со столом проделали такую работу, да, то как мы можем дать определение стола? Стол – это некая горизонтальная поверхность, которая расположена выше какой-то другой поверхности, на которую можно что-либо поставить, положить. Отлично. Это все еще стол? Да, это все еще стол. Хоть он не горизонтальный. Ну, то есть, вот, мы всякий раз тогда начинаем как бы уточнять, конкретизировать какие-то вещи, выходя на вот эти вот сущностные штуки, да? Скажите, вот это вот полезная работа, разделение субстанции на акциденции? Это ведь мыслительная работа, да? Мы мыслим таким образом вот эти понятия. Вы считаете, что не полезная? Ну, мы же принимаем что-то за стол, то есть когда говорим стол, и у человека всплывает уже эта картинка, вне зависимости, он там круглый, квадратный, под каким он там углом расположен. Потому что, ну, всплывает. Картинка всплывает, когда мы говорим. то есть, и когда мы говорим, что мы с этим, что мы делаем на этом столе, то есть он прекрасно себе в голове представляет, пускай даже он там будет другого цвета или другого размера. То есть это, ну, правильно ли я понимаю, что то, что вы мне говорите, что это совершенно бесполезная работа, ну такая схоластика, да? Ну вот как-то вот на этом примере мне кажется, что... Смотря на каком уровне. То есть можно как-то вот откинуть самое ненужное, а дальше так не углубляться в определение понятия. То есть мы знаем, что стол – это такая штука. Она дает нам возвышение, на которое можно что-то расположить. Вот. Желательно, чтобы оно не упало. Потому что если упало, то это плохой стол. Нет, ну я понимаю, ну вот вроде бы мы проделали это рассуждение. Я теперь спрашиваю про смысл и назначение такого рода работы. Зачем это надо? Ну, чтобы человек говорит, вот, это стол. Представь себе стол. И человек не тупил долго такой, что же такое стол, каким он должен быть? А вот так вот бац, и моделька ему в голову пришла. Ну, вы представляете себе такого человека, который не тупит. Смотря насколько. Девушка представляет себе такого человека. А в человеке что является субстанцией акциденции? Многое без перьев. Ну вот как бы про стол, когда мы себе представляем, да, ну вот в психологии различают разные психические процессы. Есть процесс восприятия, построенный на ощущении. Ну, а потом мы можем закрыть глаза и представить себе то, что раньше было в ощущениях. А можем представить себе даже то, чего в ощущениях не было. Ну, например, мы видели, скажем, птицу, да, и видели там млекопитающее на 4 ногах. А можем закрыть глаза и представить себе грифона. Что такое грифон? Мифическое существо. С телом льва и У которого есть там голова птицы, клюв какой-то там, да, и туловище, например, льва. Но есть же порода собак. Ну, есть и порода собак с тем же именем, да. В данном случае, как бы, мы имя по аналогии просто приписали чему-то. То есть мы можем представить себе то, чего не видели, на основе сборки того, что видели.
Ну, давайте представим себе человека. Итак, человек, который рассуждает о столе. Это кто? Да кто угодно. Ну, кто угодно. Это кто? млекопитающее. Да, человек млекопитающий. Это составляет сущность человека, субстанцию человека? Но не млекопитающим человек быть не может. Наверное. А стол может быть не деревянным, Может. а человек обязательно млекопитающий. А вот если возникнет, скажем, искусственный интеллект, Ну, человек не Он будет только являться. подобие человека. ладно, с человеком предположим, он млекопитающий, многое без перьев там, и так далее, и рассуждает о столе. И рассуждает абсолютно бесполезно, согласно вашему мнению, то есть занимается какой-то абстрактной, никому не нужной схоластикой, да? Ну, допустим. Допустим. А противоположное мы можем допустить, что некий человек с пользой для дела рассуждает о том же самом. Запросто. Это кто? Ну, например, это человек, который в каком-то вакууме вырос из разряда там Маугли, и для которого надо объяснить определенные вещи, то есть назвать их, нарисовать ему эту картинку. Ну ладно. Мастер. Можем представить себе человека, который вырос в вакууме. Знаете, вот по этому поводу есть старая басня про то, что один восточный царь, которому надоело общаться с переводчиками, он живет в мире, где много разных языков, и поэтому, покорив там разные народы, разговаривая с ними, вынужден постоянно обращаться к тем, кто знает эти языки, переводить сам не может, как бы, да? Столкнувшись с множеством языков, он решил узнать, а есть ли какой-то настоящий язык, ну, вот, типа того, который существовал до потопа, да, от которого произошли все остальные языки. Может быть такой вопрос задан, да? Ну и как его можно разрешить? Этот царь по совету одного мудреца своего поступил следующим образом. Он взял новорожденных детей, отобрал их у родителей и отдал в горы немому пастуху, который с ним разговаривать, и в одиночестве в горах там пас овец или коз или что-то такое. И через там, несколько лет, скажем, через 5 лет, где эти дети с немым пастухом жили, он послал туда своих людей, чтобы они привели ему этих детей, значит, и послушать их разговор. И вот тот разговор, на котором разговаривали эти дети, стали считать тем исходным, первичным языком, поскольку они никогда не слышали других языков, да, то они стали между собой разговаривать на этом. Вот такой мыслимый эксперимент. Ведь в реальности это невозможно, да? Представляете себе. То есть про Маугли, наверное, слышали. Про детей, выращенных животными там, и так далее. Они никогда не умеют говорить. Поэтому и здесь точно так же эти дети никогда бы не научились говорить. Хорошо. А вот когда мы думаем про такой мысленный эксперимент, мы предполагаем, что между множеством имен, слов и множеством вещей существует некая неведомая нам связь. То есть мы обязательно стол называем столом, но нельзя его назвать там горшком, человеком там, и так далее. Вот у людей долгое время была такая иллюзия, что слова каким-то образом не случайно связаны с вещами. Когда мы начинаем обсуждать вот так, полезность или неполезность докапывания до сути слов, понятий и вещей, мы действительно представляем себе
некого определенного человека. Некого определенного человека, который что-то с этими словами делает. Вот в данном случае, что делает человек со словом «стол», когда представляет себе стол там, или разговаривает о столе? Мы представляем себе самого простого человека, созерцающего окружающий мир и облекающий его в слова для того, чтобы передать другому, а другой воспринимает эти слова для того, чтобы понимать, о чем говорит первый. Да? То есть мы представляем себе человека созерцающего, и для созерцающего человека вот вроде бы вот эти вот рассуждения про сущность и субстанцию стола являются достаточно абстрактными, ненужными. Да? Мы же и так себе представляем. Ну вот давайте представим себе точно так же, поставим мысленный эксперимент, примерно как с этим царем и с языком. Да? Представим себе ребенка, который взрослеет в строго заданных условиях, в которых он никогда не видел иного стола, кроме белого и на 4 ножках. Деревянного белого стола на 4 ножках. Что он знает про стол? Что он делает деревянный на 4 ножках. И когда он закроет глаза и представит себе, когда слышит слово «стол», он представляет себе то же самое. Да? Отлично. А теперь возьмем не этого человека, а скажем человека, которого мы можем обозначить словом «дизайнер». Знаете, кто такой дизайнер? Это не фамилия еврейская, это профессия такая, да? Дизайнер. Дизайнеру поставлена задача спроектировать стол. Дизайнер должен знать сущность стола, чтобы не привязываться к ножкам. Ну, зачем проектировать вот этот стол? Делаешь по образцу, да, и делаешь себе. А дизайнеры придумывают всякую хрень, которая не похожа. Ему тоже надо знать стандарт, чтобы от него Ну, отойти, да, потом конечно. придумать что-то Ему другое. нужно знать субстанцию стола. Слушайте, да? Да. Вот дизайнеру, то есть человеку созерцающему, нужно одно, и то, что он знает и умеет, как бы, да, может быть полезным или бесполезным. Если мы представляем себе другого человека, дизайнера, то ему полезно совсем другое. И вот то, что мы проделывали со столом, казалось бы, вот эти схоластические, абстрактные упражнения, да, дизайнеру нужны для того, чтобы проектировать столы на подводных лодках, там, да, самолетах, космических кораблях, там, или еще где-то. Да? Да и даже просто в обычном помещении, чтобы разнообразить среду обитания людей. Отлично. А есть еще какие-нибудь позиции, человеческие позиции? Вот человек созерцающий и человек дизайнер, преобразующий. Ну вот, две ипостаси. Понятно, что они по-разному относятся к понятиям. То, что одному представляется абстрактным, ненужным фантазированием, другому оказывается необходимым. Для чего? Для того, чтобы сделать новый тип стола, ему нужно произвести деконструкцию понятия. Стол. Да? Отлично. Давайте теперь возьмем и рассмотрим некоторые другие атрибуты каких-то понятий. Итак, про стол мы уже договорились. Да? Есть в столе субстанция, то, что нельзя отобрать от стола. Без этого это будет не стол. Скажем, возьмем здесь сферическую поверхность, это не будет стол. Да, это будет какая-то поверхность, поднятая над другой, да, но на ней ничего держаться не будет, поэтому функцию стола она не выполняет и столом не является в этом смысле. Отлично. Есть что-то в столе субстанциональное, и есть что-то акцидентальное, то есть случайное и необязательное. Да? Можно раскрасить стол в белый цвет, можно в красный.
Можно в нем дырочку проделать, чтобы стаканчик ставить, там, ну и всякие другие вещи проделать с ним. Это все будут случайные черты, да, не составляющие сущность стола, но убрать сущность и стола не будет. Отлично. Акциденции бывают разные. Бывают, например, белый цвет стола, случайная штука. А, скажем, дизайнер сделал какой-то стол без ножек, другого цвета, там, прозрачный, например, там, ну и так далее. Вот. Мы видим, да, стол, никуда не денешься, он как бы выполняет функцию стола. Ну теперь, мы его не можем описать в терминах как этого стола, то есть количество ножек, там, цвет и так далее, но мы можем его описать как стол. А можем ему сказать, сравнить его с этим столом по параметру красоты. Что красивше? Этот стол белый. Он на 4 ногах. Да? И это мы можем видеть. Да? А он красивый? Ну, так что? Да вот кому как. Отлично. Красота является атрибутом стола? Это субъективное понятие. И никому не нужно. Ну как? Ну, Если покупать стол. давайте вернемся снова к человеку. Представьте себе человека, вот как мы с дизайнером разобрались, да? Для существа созерцающего вот эта вся хрень, которую мы проделывали с субстанцией акциденции, не нужна. А кому нужна красота стола? Человеку третьему, который не проектирует стол, который не созерцает стол, которому просто нужна какая-то поверхность, чтобы ставить туда стаканы, допустим. Который покупает этот стол. Ну вот покупателю, например. Важно, красивый стол или некрасивый. Где красота в этом столе? Субъективно, субъективно. Минимализм. А минимализм чем лучше красоты? 4 ноги – это максимализм? Нет, их может быть больше. Периметр такой. 6 ног. Это статусная характеристика объекта. А? Это статусная характеристика объекта. Ну, статусная, не статусная. Это атрибут. Да? Это тоже атрибут стола. Стол красивый, а человек дурной. Или мудрый. Мудрость – это что? Это субстанция ваша? Акциденция? Но, теперь смотрите, стол белый. Ну-ка, кто назовет этот стол черным? Человек, который смотрит на негативную фотографию. Ну, так это уже будет другое. Он смотрит не на стол, а на негативную фотографию. Но он же смотрит именно на Я это. Что Что... разница? Может, человек, в языке которого нет черного. Для которого, вот, например, это тоже черное, это черное. Ну, согласитесь, что это как бы вопреки здравому смыслу. Да? Белое – это белое. При всем при том, что вот когда, опять же, философы рассуждали про это, в частности, уже более поздние, чем схоласты, это эмпирики нового времени, ну или сенсуалисты, в частности, Лок рассуждал про эти вещи. Он говорит, понимаете, вот помимо того, что мы разделили на субстанцию и акциденции, какие-то свойства, какие-то атрибуты, понятия, есть еще первичные свойства и вторичные. Первичными свойствами он, Лок, называет те, которые имеют соответствие в нашем восприятии. То есть белое мы видим белым, да? Шершавое мы видим шершавым. При этом шершавое можно проверить на царапанье, да? И как бы, если что-то шершавое и колючее, оно оставляет следы на пальце. Эти следы мы тоже можем увидеть. Да? А вот белизна никакого следа на нас не оставляет. Поэтому у стола могут быть первичные физические свойства, ну, например, твердость, которую, как ни проверяя, она будет твердой. Я буду проверять, кошка будет проверять и так далее. Да? Бабочка там,
которая садится на этот стол и не проваливается, как в воду, например, там, и так далее. И белизна. Вот белизну как проверить? Вот каждый из нас, привык называть словом белизна белый, да? Нечто, что он видит, на что ему показали. Это белое. Это белое, а вот это вот красное, например. Там, да? И мы называем эти вещи. Но уже ко времени жизни Лока было известно, что некоторые люди не видят цветов. Да? Дальтоники, там, всякие аномалии зрения есть. Скажите, аномалии, как те, которые люди с аномалиями зрения, как они цвета называют? Да, на самом деле так же, просто им сложнее их различать. Есть вариант, что они не различают два цвета, которые для нас были бы разные. Но они могут спутать цвета. Да. Например, в тестах для водителей есть такие тесты, там, да? Да. Они могут спутать что-то, да? Но в принципе привычные вещи они называют теми же словами, что и мы. Они видят это, например, как серое, да? Но этот оттенок серого, они знают, что надо называть красным. И будут называть его красным. Другой оттенок серого они будут называть зеленым. Им по-другому это видится. Но мы же не знаем, как кто видит. Мы знаем, что этот стол белый, а вот каким он видит каждый отдельный человек, в чужую голову не влезешь. Да? Отлично. Но это белизна стола. А вот как только мы говорим, приходим в магазин и выбираем столы. Нам надо в комнату красивый стол. Мы не говорим продавцу, дайте нам белый стол. Да? Мы говорим, красивый. Красивым может оказаться белый, бежевый, там еще какой-нибудь. Да? Мы выбираем красивый. Но красоты-то в самом столе нету. Белизна есть. Мы не знаем, как она воспринимается глазами бабочки там, да, или даже другого человека. Но это белизна. А красота? А выбираем мы по параметру красоты. Итак, человек рассуждающий, схоласт, разделивший на субстанции, акциденции эти штуки, да, занимается, казалось бы, бесполезным делом. Но это бесполезное дело может оказаться очень полезным, если человек дизайнер. Да, делает новый вид стола, новый вид стульев там, и так далее. Да. И дизайнеры в этом упражняются, разнообразят нашу жизнь, и от этого жизнь становится веселее и красивее. Да. Но при этом красота, она нужна и дизайнеру, и она нужна покупателю. Но мы-то понимаем теперь, что если белизна, 4 ноги, там еще что-то, это всего лишь случайные атрибуты стола. Эти случайные атрибуты можно разделить на первичные и вторичные свойства. Первичные – это те, которые мы все так или иначе на уровне ощущений одинаково воспринимаем, например, твердость. И вторичные, например, цвет. То появляются еще какие-то вещи, которые самому столу не принадлежат. Мы привносим в этот стол, но они нам важны. Например, красота стола, да? Понятие. Понятие мы помним. Я выделю здесь где-то место, да? Понятие мы задаем как знак и означаем. Это слово стол, это эта вещь. Да? Про этот стол мы наговорили всякого, да? Что у стола есть там субстанция, акциденции. Акциденции могут быть разделены на первичные, вторичные и так называемые субъективные. Это те, которые мы привносим в стол, да? Или во что бы то ни было.
И вот эти вот третичные или там привносимые субъективные атрибуты мы еще в прошлый раз с вами назвали смыслом. То есть красота принадлежит не столу, она является смыслом, да, каким-то, который мы привносим в этот стол. Отлично. И все вот это дает нам понятие. Да? До сих пор люди пользуются словарями и учебниками, в которых понятия определяются через что? Через субстанции. Понятно теперь, что я сказал, да? То есть стол – это плоскость, поднятая над другой плоскостью, на которой я могу производить какие-то операции. Что-то класть, что-то снимать и так далее. Да? Ножек там нет. Про человека. Когда мы начинаем давать определение человека, какие атрибуты, да, мы можем вывести из понятия человека, чтобы осталась только субстанция. Атрибуты первичные, вторичные, третичные. Третичных ими не называют, это я для простоты рассуждения, как бы, да? Субъективные вещи, которые мы привносим в стол. И понимаете тогда, что понятия не являются никоим образом объективными. Ни одно понятие не схватывает вещей, которые этим понятием обозначаются, без учета того, как люди этим пользуются. Для дизайнера нужно совсем не то понятие стола, что для созерцающего, и для покупателя нужно не то понятие стола, которым оперирует дизайнер сам по себе и так далее. Да? То есть понятие всякий раз зависит от позиции, для которой они предназначены. А для кого предназначены словари и учебники, в которых определяются понятия? Смотря какие словари. Для обучающих вся. Ну какие? Ну, подайте мне эту книжку вверх. Вот энциклопедия. Открываем любое слово. Клир. Что такое клир? И говорится, клир – это духовенство. В широком смысле называется состав духовных лиц по правилам христианской церкви, посвященных на служение в ней. В менее широком совокупность всех духовных лиц церкви, за исключением архиереев, а также состав священно- и церковных служителей при определенном церковном учреждении, при церкви, приходской, соборной, домовой. Кому это нужно? Тому, кто Такое интересуется религией. Семинарии. Якобы Ну или все. конкретно словом клип. Сейчас якобы всем. В том-то и фокус, что обман понятий, да, состоит в том, что как бы они предназначены как бы всем, потому что они как бы схватывают субстанцию вещей. Да? Хотя даже на уровне таких простейших вещей, как стол, мы уже показали, что созерцающему философу, схоласту, и дизайнеру эти вещи даны по-разному. Да? Дизайнеру нужно выхолостить, деконструировать понятие стола до субстанции полной, как бы схоластической. Схоласт это выделили просто так, из любопытства созерцающего. А дизайнеру это оказывается очень нужным и полезным для того, чтобы создавать новые образцы стола, новые какие-то типы мебели. Да?
Ну, как кухни современные делают. Стол нужен в том числе для разделки рыбы. А где на современных кухнях разделывают рыбу? На поверхности тумбочки. То есть там стол совмещен, там, и так далее. Да? Ну и так далее. Как бы. Там много всяких может быть прибамбахов, которые человек, который относится к понятию с деятельной позиции, созерцательной позиции, для них разные понятия. И понятие, вот, есть комплекс вот этих вещей, обращен разными сторонами. Да? Поэтому нам нужны не понятия, которые для всех, как бы объективны, которые записаны в словарях. И не говорится при этом, вот, что священники не должны пользоваться этой фигней. Священники могут открывать энциклопедию «Религия» и читать это. А атеисты, борцы, безбожники, борцы с религией, тоже открывают и тоже как бы, да, черпают отсюда понятия. Но они наполнены для них совершенно разным смыслом, то есть они по-разному обращаются с понятием, и понятия для них разные. Вы пришли на пикник, и кто-то сел на ваш стол. Вы говорите, этот пенек предназначен для того, чтобы я там рыбу чистил. Это стол. Поверхность же, да, горизонтальная, поднятая над поверхностью земли. Это стол. Другой говорит, да отстань ты, мне тут сидеть удобно. Это стул. Не, ну все-таки в первую очередь это же пенек. Здравое замечание. Это разумно. Знаете, вот был такой психолог, рано умерший, в 40-е годы, проделывавший забавные рассуждения, связанные с наблюдением за детьми. Вот он рассказывает, например, я сейчас не вспомню все там истории, хотя читал как-то по наущению Федоровицкого его статейки. Он не так много написал, но у него очень внимательный был взгляд на детей. Вот он описывает девочку, с которой гуляет. Девочке 1,5 года, но она уже там неплохо разговаривает. Они гуляют по берегу пруда, и Швачкин берет прутик, подбирает прутик и бросает его в воду. Пока прутик летит, девочка, смотря на летящий прутик, говорит, птичка. Прутик шмякается на воду. Девочка, глядя на него, рыбка. Что делает девочка? Ну, у нас Воображает. Сравнивает с тем, что ей уже известно об объектах. А Швачкин что делает, когда описывает этот созерцаемый им случай? Он говорит, я не понимаю девочек, я не понимаю дитячей мовы. Потому что я-то думаю, что называя нечто птичкой, девочка имеет в виду птичку. А она имеет в виду акциденцию полета. Птичка – это то, что летает, да, для нее. Поэтому что-то летит. Она слышала несколько раз, когда ей показывали это самое, да, она усвоила. Летающая птичка. Страусов она еще не видела, и курицу. То, что плавает, рыбка. И тогда она вместо того, чтобы называть вещи своими именами, она говорит, о, полет, о, плавание. Но это только гипотеза у Швачкина. И он тут рассказывает вторую историю. Мальчик чуть постарше приходит в гости в другую семью. Приходит и, как дети ориентируются в новой обстановке, смотрит по сторонам и вдруг показывает на стену и говорит, дядя. Взрослые поворачивают туда взгляд и видят, что там висит в рамочке картина, изображающая пейзаж. Они говорят мальчику, какой же это дядя? Это пейзаж. Говорит, дядя,
И тут мама, которая сопровождает ребенка, говорит, что вы пристали к ребенку? У нас на стенке высоко висит портрет дяди, который погиб на войне. И мы хотим, чтобы ребенок, значит, с уважением относился к героическому дяде, время от времени обращаем его внимание на висящую на стене высоко картину или фотографию. Говорят, вот дядя твой, видишь, как бы, надо ему гордиться. Ребенок, который понятия не имеет про войну, про родственные отношения, да, понимает, что нечто в рамочке, висящее на стенке, называется дядя. Приходит в соседнюю квартиру, да, видит на стенке нечто, висящее в рамочке высоко на стене, дядя. То есть детский язык означает совсем другое. Более того, в детском языке то, что мы считаем случайными вещами, случайными атрибутами, могут означать субстанцию вещей. При этом они не могут сформулировать это так, как мы. Нечто в рамочке, висящее высоко над стеной. Это, в общем, не нужно. На стене не нужно ребенку вот все вот это вот как бы рассуждение. Да? У него есть имя, у него есть слово. За этим словом точно стоит какое-то означаемое. В некоторых ситуациях это слово соответствует органолептическим вещам, ну, то есть воспринимаемым органами чувств. Да? Висит картина, дядя, да? Он видит дядю. Что он видит? Все, в комплексе все. Если содрать с фотографии рамку, может быть, он скажет, не, дядя перестал быть на себя похож. И вот мы стоим с вами перед понятием, какие разные люди. Кто из них человек? Этот или этот? Оба люди. Нет, четыре картиночки, но если подразумевать людей, то оба люди. Будем считать их оба людьми. Да? Теперь возьмем понятие почти как дети. Итак, маленькая девочка, про которую я рассказал, и мальчик, которого я рассказал из рассказов Швачкина. Да? Из попыток Швачкина, аспиранта, психолога, понять, что говорят дети. Да? И он делает предположение, что дети называют именем, которое заимствовали у взрослых, это же взрослые им сказали, что это дядя, да? И что нечто летящее, это птичка, как бы, да? Они берут, выдергивают какой-то атрибут, и именно этот атрибут называют именем, который услышали от родителей, да? От взрослых. Это понятная процедура, да? Отлично. Теперь приходит мама из магазина, грузчики приносят с ней за ней стол, да, и они с ребенком вокруг стола носятся. Заходит папа. Мама говорит папе, смотри, какую красоту купила. Что она тем самым говорит? Что же эта штука красотой называется? Ну, для Вообще ребенка это подразумевает, так говоря выглядит. отцу, что стол красивый. Ну, Потому что да. отец по умолчанию А говорит, что это ребенок, стол. что понимает? Что эта штука называется красотой. Отлично. Вот теперь Сократ, который жил в давние времена, в котором жили люди как дети примерно, да? Они привыкли называть реальные вещи реальными словами и особо не париться, как мы со схоластами выделяем субстанции, эксциденции и так далее. Вот приходит к таким людям на площадь Сократ и говорит, спрашивает, вы знаете, что такое красота? Ну, кто ж не знает. Мама принесла стол, привела папу и сказала, смотри, какая красота. Ребенок уже знает. Да? Вот он к этим жителям Афин на Агоре пристает с этим вопросом. Что такое красота? Мы же можем всему дать понятие, да? Ну, в этом словаре, наверное, нету слова красота. Это же про религию.
в словаре, в толковом словаре какого-нибудь там языка, Даля, там, Ожегова, наверняка есть слово «красота». Да, и там объясняется, что это такое. А что мы скажем про красоту? Можно дать определение красоте? Можно дать не одно определение красоте. Красота прикмета. Ну хорошо, прикметы так прикметы. А что, прикметы нельзя определить понятиями? Можно. Тоже. И вот эти собеседники Сократа, да, в диалоге тет-а-тет, начинают поступать как дети малые, ну и вообще как все взрослые. Первичное определение чего-нибудь – это ткнуть пальцем. Да? Объясните мне, что такое стол? Ну или там тыщ по-немецки. Да? Показываешь, вот это, вот оно и есть, как бы, да? А, понял, да? Сообразил. Отлично. Вот крестьяне, не крестьяне, эти самые жители Афин, Сократу говорят: ну ты дурак, Сократ, блин, ну кто ж не знает, что такое красота? Ну видишь, девушка идет, красивая. Ну и что? Ну как, вот красота. Сократ, слушайте, девушку вижу, а красота где? Ай, дурак, Сократ. Вот смотри, стоит скульптура, там, рук Проксителя. Они какая красивая. Говорит, скульптуру вижу, красота где? Ну и так далее, как бы, да? Как там поэт говорил? Ну, даже если так, то что Сосуд это или сосуд, огонь это котором пылающий? красота или огонь, мерцающий в сосуде? Да, пылающий в сосуде. Да? Так вот, как бы, нам нужно понятие красоты? Или мы ограничимся тем, что это прикмета? Ну ладно, хрен с ней, с красотой. Меня на прошлой лекции спросили про мудрость. Да? Угу. Ну, давайте сравним красоту с мудростью. Или мудрость с красотой. Что такое мудрость? А что такое коммунизм? А что такое образование? А что такое университет? Понимаете, если бы мы жили только в мире органолептически воспринимаемых вещей, как было бы все просто. А если к красоте вернуться, ну, насколько я поняла, мы можем, если это понятие, если мы можем определить понятие красоты, значит, есть снова же постоянные качества субстанции и те, которые могут меняться. Допустим, может быть красота там всеобъемлющая или неприметная, ну, разные, да? То есть разная бывает красота. Это то, что может меняться. Но если думать о том, чем красота обладает, любая красота, что имеет в себе, да? Возможно, это эстетическое наслаждение. То есть то, что обязательно должна принести красота. Если она это не даст, это не красота. То есть Идет стол- человек в музей, видит произведение искусства, картину, допустим. По умолчанию это красота. Но у человека плохое настроение, и он такой: «Ну, что в этом такого, подумаешь, картина, идет дальше. Наслаждение не принесло, но красота там есть. А если с Ну, другой как точки это зрения отличить? идти? Подождите, а что вы сейчас делаете? Вкалывается. Вы мне хотите рассказать, что такое красота? А? Ну, я представила, что красота обязательно вызовет какую-то эмоцию у человека. То есть она может тоже, если мы говорим, что это абстракция, но мне кажется, она может быть выражена чем-то человека. Что-то вызвать внутри. Ну, то есть вы хотите свести красоту к чувствам. Ну, невозможно. А Я то, не что вы говорю, делаете. Я каждый- спрашиваю, что вы делаете? Понимаю, что каждый предмет для одного будет красивым, для другого нет. Мы созерцаем. Подождите, мы разобрались. Я ж двигался как бы, да? Есть субстанция. Субстанция, вообще-то, да? Когда мы говорим стол, отбрасывая все акциденции, да? 4 ноги, белизну, деревянность там, и так далее, субстанция стола является плоскость,
поднятое над другой плоскостью, на какой-то градиент. Да? Ну, скажем, на метр для простоты. Вот разница в высоте плоскостей, да, при наличии двух плоскостей дает нам стол. В нем нет ни цвета, ни запаха, ни вкуса, ничего. А может ли субстанция быть динамической? Смотрите, что я имею в виду. Если мы можем говорить об объективных, ну, условно объективных понятиях, таких как стол, мы все можем, видим этот стол и понимаем, то есть какой-то вот объект существует. А если мы говорим о таких понятиях, как мудрость, красота и прочее, они будут уже внутренними понятиями, которые человек для себя выводит самостоятельно. Ну, вот не торопитесь только. Я же сейчас вывожу вас от понятий вещей чувственно воспринимаемых, да, к понятиям, в которых нет чувственной составляющей. Пытаюсь вас вывести от одних понятий простых, да, простейших, к более сложным понятиям, у которых нет чувственной субстанции. Более того, это вызывает протест. Вот когда вы видите красоту, это вызывает у вас удовольствие, да? А когда вы слушаете меня, это не вызывает у вас неудовольствие? Я ведь говорю довольно противные вещи, которые в вашей жизни нахрен вам не нужны. Тем не менее, вы ходите сюда, меня слушаете. И плохо себя осознавая, вы же не на психотерапевтической кушетке лежите, да? Сидите на стуле, меня слушаете. И вместо того, чтобы ощущать в себе, как вот психоаналитики бы вас учили, да, чувства ловить, да? Вы эти чувства не ловите, вы просто начинаете словесно протестовать, сводить оторванные уже вот от всего понятия, типа красоты, назад к чувствам. Назад, назад на землю, в чувства. А зачем? Теперь вернемся к столу. Вы когда-нибудь видели стол, одну плоскость, парящую над другой плоскостью, без всякой опоры? Нет, но мы можем и представить. Представить можем, но видеть не видели. Мы можем в мультике это увидеть, да? На инфографике, где-нибудь. Но в реальности никогда такого не бывает. Эта штука, эта плоскость должна обязательно опираться на какую-то другую плоскость. В реальности. Значит, субстанция стола, до которой мы дошли с вами в рассуждении, абсолютно идеальна. Субстанцией, объективным ядром понятий, даже чувственно воспринимаемых понятий, являются идеальные сущности, которых не бывает. Пока мы этого не поймем, нам очень трудно будет смириться с заданием понятий, которых вообще не бывает. Вообще не бывает. А вот коммунизм – это такое понятие, которого не бывает. И демократия – это такое понятие, которого не бывает. Даже деньги. Да много чего. А все это важно для нашей жизни. И к этому мы приходим, когда разделяем, начинаем разделять. Знаки означаемые, в означаемом выделяют субстанцию, которая, собственно, и соответствует тому знаку, который мы, да, они чувственно воспринимаемые вещи. Акциденции, которые бывают первичные, вторичные, и вот эти вот, которые субъективные, мы привносим туда, да? Потому что когда я говорю демократия, то обязательно появятся некоторые люди, которые скажут, какое говно это ваша демократия, и появятся другие, которые скажут, хотим демократию, жить просто не можем без демократии. Мы живем в мире вещей,
которые не имеют никакого отношения к чувственно воспринимаемому миру. Понятен тезис? Вплоть до, как вы говорите, динамических вещей. Да? То есть, вот еще вот эта процедура, схоластическая процедура разделения в означаемых на субстанцию акциденцию называется, у схоластов называлась эссенцией. Знаете такое слово, да? Эссенция – это процедура выделения эссе, сущного, сущего в вещах. Сущее – это то, что не воспринимается глазами. Сущее – это то, что мы выделяем. Выделяем через рассуждение, через мышление в понятиях. Эссе – быть. Стол есть то, что мы сейчас с вами обозначили как субстанцию. А видим мы обязательно прямоугольник или круг на двух, четырех или одной ноге, да, белым или красным или черным и так далее. Ни одна вещь, которую мы воспринимаем чувствами, не дана нам без акциденции. Аристотель, я проделал сейчас рассуждение с вами, которое проделывалось философской мыслью на протяжении 1500 лет, а то и 2000 лет. К этому пришли только вот в время, которое мы называем новым временем. Новое время – это примерно 20, 19, 18, 17 век. До этого это как бы средневековье, ну или Ренессанс. Ренессанс – возрождение чего? Классической эпохи древних греков. Да? То есть в эпоху Возрождения, в эпоху Ренессанса люди вернулись к рассуждениям, которые начинались с Аристотеля. Вот Аристотель выделял в этом смысле форму и содержание. Форму и содержание, а то, что потом схоласты назвали субстанцией, он говорил об энтелехии. Не бывает такого, чтобы то, что мы воспринимали, было отделено от акциденции. Все, что дано нам в ощущениях, это спутанная, запутанная, наложенная друг на друга субстанция и акциденция. Мы не можем увидеть стол в его субстанциональности. Мы всякий раз видим разного рода акциденции, которые налеплены на суть, на эссенцию, на как суть стола. Это с чувственно воспринимаемыми вещами. Понятна эта идея? Да? Теперь давайте вернемся все-таки к красоте, мудрости и прочему. Демократиям и коммунизму. Их-то мы чувственно вообще воспринимать не можем. Да? Коммунизм он красный? Ну это же случайно красное знамя, да, как бы в коммунизме рисовать. Могли другое. Другого цвета, белого, или еще что-то. Поэтому за что мы не возьмемся в коммунизме, там та же самая штука. Есть субстанция коммунизма, а есть акциденция. И не разбираясь с этим, мы ничего не можем понять про коммунизм. Вообще нам надо? Не сильно. А что нам надо? С чем нам надо разбираться? Тем, что нам интересно. Хорошо, а еще есть попытки ответить на этот вопрос? Ну, я спрошу иначе. Нужно ли человеку то, что я сейчас с вами обсуждаю? Это может быть нужно при изучении другого языка, например, чтобы найти эквивалент, что... Ну, если я обобщу ваше высказывание, кому-то нужно, кому-то нет. Да? А кому нужно? Вот со столом мы разобрались.
классический философ трепится чего-то там, выделяет субстанции, эксциденции, которые нахрен никому не нужны в его время. Потом дизайнеры, они возникли только в 20 веке. Они взяли, воспользовались этим и сказали: о, так это же простор для творчества. Теперь мы такие столы можем делать, каких еще свет не видел. Ну и делают всякие мебеля там и так далее. Ну, не только мебеля, но и к ним можно отнести архитекторов там, и так далее, и так далее. Тогда, когда мы отвечаем на вопрос, кому чего нужно, можем ли мы говорить от имени человека как такового, двуногого, без перьев и с широкими ногтями? Какому из этих двух людей нужно обсуждать коммунизм и демократию? В общем-то, они и без Они этого обсуждают прекрасно стол. живут. Ну, отлично. А я кто, который это обсуждает? Ты с пихами. А? Ты с пихами. Урод какой. Третье лицо. Ну теперь, я-то с вами на этом занятии, в этом курсе лекций, коммунизм обсуждать не буду. Красоту могу обсуждать? Можете. Продолжить. А чем красота лучше коммунизма или хуже? А ничем. Это такое же понятие. Ну, точно. Причем такое же понятие, да, у которого обязательно должно быть означаемое. Оно должно что-то означать. И красота что-то означает, есть означаемое, да? И коммунизм, и стол, и курица, любое слово, которое возьмите, у него есть означаемое. Мы уже знаем, что с означаемым как таковым происходят все вот эти вот экзерсисы, да? Есть означаемое, которое чувственно воспринимаемое, да? А если мы доходим даже в чувственно воспринимаемых вещах до субстанции, то оказывается, что субстанция во всех вещах – это только умопостигаемое, а не чувственно воспринимаемое. Или это еще не очевидный тезис? Все, что мы имеем в области понятий, относится не к тому, что мы воспринимаем чувствами, а к субстанциям, выделенным разумом, даже в этих чувственно воспринимаемых вещах. Даже когда есть чувственно воспринимаемое означаемое. А поскольку есть целая куча понятий, слов, знаков, которые относятся не к чувственно воспринимаемым вещам, а вот к смысловым, к тем, которыми мы наделяем вещи. Ну вот как найти гладкость, шершавость, белизну в столе мы можем посредством чувств. Да? И так или иначе об этом договориться. А красоту кто-то может найти в этом красоту, а кто-то нет. Вы ведете человека в музей. Зачем? В музее показать ему картину. Да? Ведете, и там как бы на картине еда, раскормленные бюргеры, которые эту еду поедают. Красиво, блин. Да, аж слюнки текут. Но приводите в другой зал, а там черный квадрат. Кривой. Плохо замазанный. Видели черный квадрат, Малевич? Что там красивого? Тогда вы ведете человека в музей показать ему красоту? Мы ведем человека в музей показать ему картины, чтобы он сделал для себя какие-то выводы о их красоте. Ну, вы делаете примерно то же самое, что собеседники Сократа делали с Сократом. Ты, Сократ, тупой. Смотри, девушка красивая. То есть мы ведем не показать красоту, а научить красоту. Или узнать его отношение к тому, что мы ему показываем. Чтобы сравнить его отношение Потому со что, может, своим. это он подумает, а ты Да, тупой, или какая-то точно, красота. примерно так, да. В этом смысле мы поступаем
не только как собеседники Сократа, но и как люди, которые рассказали полуторагодовалой девочке, да, что это птичка. Да? Чтобы она знала, падла, вот то, что летает, это птичка. И мы ведем человека в музей, сначала показываем ему рембрандтовских, этих самых, еще и рубенсовских теток. Красота неописуемая. Потом ведем в другую комнату, показываем малевичевский, говорим, красота. И тем самым расширяем его представление о красоте. Да? А он нам нужен, этот человек, в том числе, для совместной жизни в обществе, где на уровне общественного мнения люди разделяют представление о красоте. Но они много чего разделяют. Ну, например, вот слово траур. Знаете, что такое слово траур? С чем ассоциируется слово траур в представлении? Черный цвет, Вот вы уныние. траур по какому носите сейчас? Нет. Траур по жизни. Ну, это европейцы. А вот на Востоке, например, белый цвет это траур. Ну да. У них вообще другое представление. Ну да. Зачем вот такие вещи существуют? И почему? Почему одни люди, скажем, на Западе воспринимают черный цвет как траур, а другие, например, на Востоке, белый? Потому что их когда-то ввели вот в эти представления. Да? А эти представления им нужны для того, чтобы они не передрались друг с другом. А то вы приедете как бы на Восток, и он скажет, а вы знаете, вот тут тетя умерла. Вы, соответственно, приходи на похороны, соответственно, оденься. И вы приходите в черном все. Он говорит, ну что ж ты оскорбляешь покойника? Неправильно себя ведешь. Значит, все эти штуки нужны, да, для того, чтобы нам организовать нашу совместную жизнь. Поэтому мы ходим на похороны в соответствующем виде, да? А когда идем на свадьбу, мы не одеваемся так, как на похороны. Потому что мы люди определенной культуры. И как люди определенной культуры мы знаем значение слов. Да? И в этом означаемое за словами. И мы разделяем для чувственных вещей, разделяем представление о том, что можно пощупать, потрогать, и разделяем смыслы, которые мы туда привносим. Смыслы субъективные, мы уже договорились, да? А кому они принадлежат? Когда мы привносим туда смыслы, ну, например, считаем нечто красивым, это чье? Мое, потому что я привнес это. Потому что я считаю это красиво. Когда-то вас возили в музей, когда-то мама, принеся очередную покупку, там, я же не знаю, стол она приносила, или ботиночки, там, или еще что-нибудь, игрушку елочную, да? У вас еще вот шпингалета, которая под стол пешком сходит. Красота какая. Вы смотрели, что вы там соображали себе? Примерно так же, как эта девочка, да? Как бы, но вы усваивали красоту. И теперь вы с мамой, которая вас этому научила, стали некими сообщниками. Да? Приобрели общее членство. Членство в неком виртуальном сообществе, разделяющем представление о красоте. А если оно различное с тем человеком, который тебя учил? Мама сказала, это красиво, а я не согласен с этим. Ну, значит, вы с мамой должны подраться. Понимаете, что вот все драки, агрессия, вот так, война, да, начинаются с того, что кто-то говорит, вот это красиво, другой говорит, нет, это безобразно. Вот это правильно, другой говорит, нет, это неправильно. Сначала они просто ссорятся, потом, если их накапливается достаточное количество людей, они идут стенка на стенку и начинают собачиться. Почему? Потому что они натурализуют умопостигаемые вещи, да, превращая их в объективно существующие. Вот как бы то, на что я обратил ваше внимание. Вы начали рассуждать. Да?
не следовать за моим рассуждением, а где-то вы перестали меня слушать и стали рассуждать о красоте, когда вот вы начали говорить. И это рассуждение приводит вас к обратным ходам, как бы, да, вот вы уже поняли, что-то там какой-то схватили. Я понимаю, что просто Конечно, конечно, да. Потом вы пошли назад в поисках ощущения, которое за этим стоит. Я имела в виду не ощущение, а душу. Вы говорите ум, а я думала душа в плане красота. То есть Отлично, давайте поговорим о душе. Давайте поговорим за душу. А? Есть такой знак. Душа. Теперь мы уже много чего знаем, да, с вами, много чего умеем. Мы можем производить эссенцию, можем выделять субстанции, антецеденции, разделять первичные, вторичные атрибуты. Да. Ну давайте найдем субстанцию души. я не знаю. Ужасно звучит. Да? Ну вот есть некоторые люди, которые говорят, у коммунистов души нет. Если у коммунистов нет. Из серии, потому что Она они вообще собаки. есть? Из серии, потому что они собаки. Ну, не знаю, из этой серии или из другой. А душа вообще есть? Ну, это же зависит от общества, о котором мы говорим. Христиане будут говорить, что да, другие нет. Но опять же, все общество и так далее. Ну, и вот, да, хорошо. А есть общества, в которых нет души? Ну, да, Каждый коммунист в нашем обществе, это ведь европейская штука, знает про душу, да? Он только говорит, что души нет. А так-то они знают. А может быть общество, в котором как это, души нет. да. Просто Никто не по-другому знает. называться будет. М? Будет по-другому называться. Отлично, пусть по-другому называется. А что именно называется? В чем субстанция души? Может быть, где-нибудь в Африке есть такое племя, в котором люди даже не задумывались никогда, что они души. Поэтому им не надо ни знак, ни определение, ничего не надо. Так вот, эти самые в 19 веке материалисты, заразив исследователей своим скептицизмом, породили этнографические поиски. И люди стали спрашивать всех путешественников про религиозные представления. Ну, религия есть обязательное состояние общества, или есть какие-то племена, там, не знаю, дикие люди, которых нет. И они в 19 веке еще пришли к выводу, нет ни одного человеческого сообщества, в котором не было бы религии. Религии очень примитивные могут быть, да? Но самые примитивные религии называются анимизмом. Вы немножко знаете греческий? Это считается как у всего есть душа, да, само Да. по себе. Анимизм от слова анима, да? Анима. Ну вот, значит, вот у нас есть слово русская душа, да? У греков для этой штуки было там несколько слов, точно так же, как они могут быть и в других культурах, там, или еще где-нибудь. Дело сейчас не в этом. Есть ли субстанция души? Есть ли что-нибудь в этом мире, что точно соответствует как означаемое этому знаку? Вот это знак. Нет. Бессмертность. Есть ли бессмертность? Ну стоп, только вот не торопитесь, не торопитесь. Итак, у красоты ведь нету чувственно воспринимаемых вещей. Субстанций чувственно воспринимаемых, да? А красота-то есть. Вы одно можете называть красивым, другое можете не называть красивым, кто-то другой наоборот будет называть это и так далее, да? Но красота-то есть в нашей жизни. Чего бы стоила наша жизнь без красоты? А душа? Но фокус здесь состоит в другом. Понимаете, он состоит в иллюзии, вот сейчас надо заканчивать, да? Он состоит в иллюзии,
что за каждым словом есть субстанция, и поэтому идеи всякий раз субстантивируются. Вот я в конце просто расскажу сюжет. Значит, я сейчас его разыгрывал недавно в Фейсбуке. Не знаю, читаете вы мой Фейсбук или нет, но тем не менее. Я спрашивал у людей, ну или точнее, не спрашивал сначала, описал, что это такое, да, про человека и мысль. Две вещи. Откуда берутся мысли? И он говорит, вот я рассказываю, я прихожу к мысли сам. Есть нечто, мне нужна мысль, я делаю шаг за шагом, и логические шаги проделывая, прихожу к какой-то мысли. Вот я к этой мысли пришел и могу любому рассказать, как я пришел к этой мысли. И есть другой случай, когда я сижу или валяюсь на диване, и мне в голову приходит мысль. Некая, да? Это же разные вещи. Отлично. Когда я прихожу к мысли, я знаю, как это, точнее, могу узнать, как я это делаю, да? Раз пришел к мысли, второй раз могу повторить этот путь и прийти к той же самой мысли. А когда она сама к вам приходит, то откуда она приходит к вам? Из подсознания? Ну, вот давайте. Сначала мы знаем, что она приходит к нам, значит, она не наша, она откуда-то пришла. Да? Она уже не наша. Наша. А? Наша. Да нет. Она же откуда-то пришла. Ну, нет, когда я прихожу к мысли, я знаю, где она лежит. Ну ты же приходишь не физически, а... Ну, конечно, я логически прихожу, проделывая шаг за шагом. Вот я вам прихожу, я проделываю шаг за шагом, со столом я проделываю. Да? Вы теперь, любой из вас, можете проделать те же процедуры. Я сворачиваю эти процедуры из истории философии. Рассказал про Аристотеля, про схоластов там, и так далее. Да? А когда мысль сама к вам приходит? А тут можно идти в обратную сторону. Типа вот пришла ко мне мысль, и почему она ко мне пришла, что я сделала такого, что... Чем вы лучше меня? К вам пришла, а ко мне нет. Это так доказано. Что доказано? Что если мысль сама приходит, скорее всего, то, что вы когда-то о нем думали, вы просто сменили свой род деятельности, но мозг ваш там еще... Ну вот я и говорю людям, да, что если мысль приходит к вам, это значит, что вы прочно забыли чего-то. Ну когда-то в детстве вам кто-то что-то нашептал, где-то вы с чем-то сталкивались, да, и оно к вам потом вот пришло. И говорит, это ерунда, есть интуиция. Есть еще вариант с приемником. Есть. Но мне говорят интуиция. Интуиция. Первым делом там обидели, что вот поэзия. Мы же не приходим к поэзии, там, к поэтическим этим. Но потом говорят, интуиция. Что такое интуиция? Ощущение. Шестое чувство. Предугадывание. Интуиция – это слово, придуманное для обозначения места, из которого к нам приходят мысли, идеи, соображения. И про место, откуда они к нам приходят, мы ничего не знаем. То есть слово «интуиция» – это про то, чего мы не знаем. То есть это логическая абстракция. Да? И никакой интуиции поэтому нет. Мысли к нам приходят. Мы не знаем, откуда и как. Да? И поэтому нам надо как-то это обозначить. И вот когда-то еще там Северин Борецкий, а потом Кристиан Вольф и Кант стали называть это интуицией. То есть я не знаю, откуда у меня появляются мысли. Вот спрашивается, а до того, как появилось слово интуиция, как это место называлось? Боженька. Ну, конечно. Люди получали откровения. Они были проще, чем Кант, да? И Вольф. Они не называли это место, как будто бы это имеет какую-то субстанцию. Да? Они говорят, я получил откровение. А потом пытались себе как-то представить, откуда это откровение пришло. И вот Сократ, который получал инструкции, каким образом, он говорит, у меня есть даймоний. Ну, это немножко другое произнесение слова демон. И он мне говорит, вот, те мысли, которые я получаю, это такие откровения от даймония. Он мне говорит.
Люди попроще, а в древности все были попроще, они слышали мысли, которые к ним приходят, как голоса. В наше время люди, которые слышат голоса, считаются сумасшедшими. А в древности они говорили, это оракул, это муза мне нашептала, это Бог. До сих пор есть люди, вот пойдите как-нибудь ради любопытства в церковь к харизматам. Там обязательно не в первый же, там, скажем, день богослужения, но на следующий день вам пастор скажет, мне был сон, или мне Бог сказал, ну и дальше я вам передаю. До сих пор это есть. И людям не нужно слово интуиция. Они по-другому это знают. Но тогда слово интуиция означает для неверующего то же самое, что Бог. Да? Но он же неверующий, поэтому он не может про Бога ничего сказать. И называет то, чего он не знает, то, во что он не верит, интуицией. Приходит Фрейд, который задумался не о мыслях, которые к нему приходят, да, а о мотивах поступков человека. И ситуация с Фрейдом была очень простой. Он побывал в Нанси на сеансах гипноза, и ему запал в душу такой случай. Значит, гипнотизер погружает человека в гипноз и говорит, через 5 минут вы проснетесь, возьмете в углу стоящий зонтик, откроете этот зонтик и пройдетесь по комнате. Ну и дальше просыпаетесь, вы ничего не помните, что было там в этом самом тайне. Человек просыпается, его расспрашивают о впечатлениях, там он что-то 5 минут трепится, потом идет в угол, берет зонтик, открывает его, и вот, как я, здесь вам открывается воображаемый зонтик. Ну, все же слышали, что ему гипнотизер приказал это в трансе, да, под гипнозом. Теперь гипнотизер спрашивает человека, что ты зонтик-то открыл? Человек задумывается, он говорит, да я вообще-то как зонтик открываю, когда дождь идет. Ну, здорово. Где дождь? Ну, а в комнате нахрена? И что-то придумывает. Ну, просто захотелось, мне понравилось, вот интересный зонтик, я хотел посмотреть его конструкцию, там, и так далее, и так далее. Все слышат этот бред. Да? И все знают причину, по которой он открыл зонтик. Ему внушили это под гипнозом. А человек-то не знает, ему же приказали забыть. И Фрейд наблюдает этот случай и говорит, вот интересно. То, что человек забыл, в сознании отсутствует. А есть, значит, это где-то в подсознании. Есть специальное место в человеке, про которое он не знает, где прячутся его мотивы, и это бессознательное. И Фрейд назвал бессознательным место, откуда приходят к нам мотивы поступков, при этом не зная сам про это, а просто обозначив это умозрительно, да, топически. Ну и дальше стал с этим работать. Надо вытаскивать. Ну, можно же рассказать этому человеку с зонтиком, откуда взялся его мотив, открыть зонтик и пройтись, да? Можно рассказать, тогда он будет знать, скажет, ну да, конечно, я понимаю, теперь что я такую глупость сделал. И если человеку вытащить из этого неведомого места мотив, а даже если ему придумать этот мотив, да, то ему станет легче жить. Он будет знать причины и мотивы своих поступков. Ну и Фрейд таким образом разрабатывает психоанализ. После Фрейда приходят другие люди и говорят, о, у вас есть бессознательное. И субстантивируют тем самым это, да? Для Фрейда, в его рассуждении, это было то, чего мы не знаем. А теперь люди появились знающие и говорят, так есть же бессознательное. Понимаете? И тогда, что у Канта с Вольфом интуиция? Это слово для обозначения того, чего мы не знаем, откуда к нам приходят мысли. Что для Фрейда бессознательное, это как бы то, чего мы не знаем, да, но которое руководит нашими поступками. А другие люди говорят, нет, у человека есть душа, сознание, и в душе есть еще бессознательное. А чего там есть? Там ничего нет. И таким образом мы живем в мире, наполненном понятиями, образовавшимися из несоответствия понятий. Понимаете? Мы живем в мире идей, идеологически нам втюхиваемых. Да?
Вот что такое Родина? Черт есть. Что хотите, то и называйте. Да? Один называет Родиной деревеньку, где он родился, другой называет город, куда он переехал из этой деревеньки, третий называет страну в границах абсолютно произвольно установленных в соответствии с Рижским договором, потом с оккупацией или там разделом Речи Посполитой 39 и так далее, и так далее. И вот это вдруг Родина. А вот переступил за границу, там уже не Родина. Да? И вот все, что руководит нашими действиями, и то мир, в котором мы ориентируемся, оно вот таким образом устроено. Ладно, и извините, я перебрал время. Категорические вопросы или реплики и замечания есть? Есть вопрос один. А можем ли мы рассматривать интуицию как обратное явление тому, чем мы занимаемся здесь? То есть, если взять пример стола, вот мы его деконструировали, стол, разобрали его на понятия, на объективные и субъективные вещи. А если к нам приходит идея, мы пользуемся тем же самым столом, но не понимаем, собственно говоря, из чего он состоит. Ну, есть люди, которые предпочитают жить именно таким образом. Я знаю. Но им здесь не место. Нет, оно понятно. Но если приходит идея откуда-то, просто вот как гром с неба, значит, то, что у нас были какие-то паттерны логические, мы где-то в голове подсознательно, опять же, это все деконструировали уже, но мы это не осознаем, просто то, каким образом мы это пользуемся. Вот и все. Ну, я же про это и говорю, да. Есть два варианта. Либо мы шаг за шагом приходим к какой-то мысли и идее, либо она на нас сваливается, откуда ни возьми. Да. И на меня тоже сваливается куча всяких мыслей. Я проснусь, бывало, столько мыслей в голове. И что? Ну, просто ради понимания того, вот, что... Вот есть один вариант и другой вариант. И я, методолог, объявил курс, в котором люди приходят учиться мысли. Не подставлять свою голову, чтобы до нее свалились мысли. Это в другом месте. Здесь мы шаг за шагом. И каждый шаг надо отслеживать, и каждый шаг надо проделывать вместе со мной. Ну или если вы помогаете, то я вслед за вами. Да? Вот это есть процесс, или точнее работа мышления. Работа. Мышление – это такая работа. А так можно сесть, выпить грибков и ждать, пока... Придут идеи. Да. Спасибо. Ладно.